Добрая память народа – это самое главное для государственного деятеля. Кыргызстан богат яркими историческими личностями. Исхак Разакович Разаков, государственный и партийный деятель, родился 25 октября 1910 года в селе Карасан Лилекского района Баткенской области. Рано осиротел и ребенком воспитывался в хаджинском приюте. В этом детском доме воспитывались дети таджикской, узбекской, кыргызской, русских и других национальностей. С самого детства он отличался от других детей тем, что всегда стремился получать новые знания и безумно любил читать книги. Будучи киргизом по национальности, он блестяще владел русским, таджикским и узбекским языками, был интернационалистом по своим внутренним убеждениям. В 1931 году Исхак поступил в Московский институт госплана имени Кржиновского по специальности плановик-энергетик. Учился он всегда на отлично. После окончания учебы в Москве Разаков возвращается в Узбекистан, где занимает высокие должности республиканского масштаба. Практически все в Узбекистане считали его узбеком, поскольку он внес огромный вклад в развитие Узбекистана в предвоенные и военные годы. На родину в Киргизию он вернулся как опытный государственный и партийный деятель и руководитель. В послевоенные годы Исхак Разаков руководил перестройкой хозяйства Киргизии на мирный лад. За время его руководства были введены в действие 20 крупных промышленных объектов народного хозяйства. Среди них Лебединовская, Аламединская ГЭС, новые шахты в Кызылкие и Сулюкте, Каинский рудник цветной металлургии, завод «Кыргыз-Автомаш», Ожский электромеханический завод, ремонтно-механический и асфальтобетонный завод во Фрунзе, Таласский кирпично-черепичный завод. В 1948 году было завершено строительство железной дороги Кант-Рыбачья протяженностью 172 километра. А к 1950 году общая протяженность железной дороги в республике составила 368 километров. Завершилось строительство БЧК, Орто-Токойского водохранилища, а решено и освоено более 3000 гектаров безводных земель, куда переселились тысячи людей за период с 1945 по 1960 годы. Были построены, введены в эксплуатацию и реконструированы 59 заводов, фабрик, 46 цехов и участков. Это было огромным успехом для маленькой республики. Впервые был открыт водный транспорт на Иссык-Куле, налажено первое в истории Кыргызстана троллейбусное движение во Фрунзе. Он понимал, что для поднятия промышленности нужно обучать собственные инженерно-технические кадры. Для этого были открыты КНУ, физкультурные и пединституты, а также политехнический институт. В 1960 году из-за своих передовых идей и взглядов Исхак Разаков впадает в опалу и на родине становится изгоем, где поддается политическим преследованиям, и вместе с семьей вынужден переехать в Москву. Спустя более 20 лет со дня его смерти прах его был перевезен в Бишкек и с почестями похоронен в Ала-Арчинском кладбище. Исхак Разаков всегда был и остается в памяти потомков кыргызского народа как легендарная личность, самым честным и чистым политиком и партийным деятелем Кыргызстана. Американын, Англиянын басма сөзү Сталиндин Орто Азиядагы акыркы кадры кызматтан алынды деп жазышты. Мы предлагаем вам должность председателя Совета Народного комиссариата Киргизской ССР. Yoldan da koplanayalım. Adın kim? İshak. Егер эне тилинде сүйлөбөсө, бул кызматта көпкө турбайт го. Турайтыз, мен деле ошондой ойлойм. Катарда коммунисттен баштап, жетекчи коммунисттерге үлгү болушубуз керек. Это Разаков. Разаков? Ата-энелерге биз рахмат айтабыз керек. Биздин кат Сталинге жеткен окшойт. Эпос Манас. Произведение националистическое.
Кайчичекейби, лейлектенби, Ак иштеп, чындыкты айтып, сөйгөдө туруктуу болуп. Нарын байласын бойлунда курула турган кескенин карабоздун өзүнчө эле укмуштай сезип калтырат. туннел казылууда Фрунзе Ош, Талас суу самыр жолдору дагы көзгө көрүнүп калды. Туğanlarını görebilirim de ilimle işini kılamam. Kendini sıkılmalam. Еготаун? Артық болса, 7-ден 10 килограммга чейин берет. Быйыл да былтыргы деңгей. Жаңы төрөлгөн 1000 көбөктүн 30-у 1 жашка толбой чарчаган. Почему вас вызвали? Значит, вы не знаете. Разберется прокуратура. Биз каршы көтөрө албайбыз. Жогору жактан ушундай талап коюп жатат. Сен ак болсоң, мен ак болсом коомду тазалоо. Ушуну унутпагын.